Привет, привет, привет. Я не досмотрела фильм, потом досмотрю. Ай, не знаю, что делать с FPS. Посмотрим сейчас, как будет. Соседи какие-то песни орут. Уже днем начали и до сих пор. Как можно так, не знаю, терпеть. Ну, вам да, а мне-то норм. А вы терпите. Тут, оказывается, в заставке этот Айзек говорят. Женщина говорит. Айзек. Так. Айзек. Страшным голосом. Я в тот раз, короче, записывала, проверяла, и все равно FPS. Хотя там не то чтобы FPS, там лагало этот. Как его? Вроде вертикальная синхронизация была выключена. Короче, не знаю, себя я включу. Я не знаю, я не понимаю, с чем это связано. Почему у меня вот так вот записывает? А дымка, кстати, идет прям в 60 FPS. Вот я прям вижу здесь, вот в этом. Что-то этот... Музыка так орёт. Я сейчас оглохну. Звук. Так, ну голос пусть будет. Это наш единственный шанс выбраться живыми, Айс. На рудной платформе находится астероид, который готовили к переработке. Прикрепи к нему маяк, и мы оттолкнем его подальше от корабля, чтобы сигнал был четким. Маяк на инженерной палубе, астероид можно отгрузить из контрольной комнаты. Черт, контрольная заперта. Похоже, они держали аварийный ключ на перерабатывающей палубе. Могло быть и полегче, согласен? Не знаю, сколько еще продержусь. Что там, 3 задания добавилось или что? Почему так миллион раз показала? Ну-ка, а если, например, сделать так? Сейчас. Блин, что за херня?
Блин, опять мышка появилась. О! 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 А, ни хрена себе. Сейчас я выйду, потому что мышка мешает. Да ладно. Мы решили проблему, всего лишь понизив битрейт на 1000. А я все это время только повышала. А я не знала, что, оказывается, надо уменьшать. Блин, такая тупость. Лол, мы уже столько времени играли. Поиграли, точнее. Блин, елки-палки, а. Ну, пипец. Это наш единственный шанс выбраться живыми, Айс. На рудной платформе находится астероид, который готовили к переработке. Прикрепи к нему маяк, и мы Пипец. оттолкнем его подальше от корабля, чтобы сигнал был Прям четким. плавно так стало. Маяк на инженерной палубе, астероид можно отгрузить из Вот как у контрольной меня, вот комнаты. как я играю, теперь на стриме так же. Черт, контрольная заперта. Похоже, они держали аварийный ключ на перерабатывающей палубе. Могло быть и полегче, согласен? Не знаю, сколько еще продержусь. То, блин, говорят, типа, если битрейта много, то лучше. Типа, до 9000 битрейт. Я сделала 1000 битрейт. А, теперь здесь деньги, а до этого были патроны. Более-менее или там пикселяровано так? Или более-менее стало? Пикселяровно, да? Что-то как-то пикселяровно теперь. Блин, что не понос, то золотуха. Ну, что-то как-то теперь пиксельно слишком. Вроде как плавно, но теперь слишком пиксельно стало. Куда мне идти? Туда? Значит, пойдем сюда. А, здесь все равно нету прохода. Как вы вообще раньше снимали? Раньше же как-то снимали нормально. Как идеально мы поставили. Так, верстак. Ну ладно, пусть будет пикселявно теперь. Чё нам надо? У нас 2, да? Мы можем прокачать воздух, время. Наверное, время прокачаю. А в чем разница тут или там? Не понимаю пока. А, нет. Здесь с этого только начинается. А тут не получится. Да, тут не получится. Угу. Увеличивает радиус стрельбы на 4 единицы. В принципе, можно, чтобы хватать
что-нибудь там на расстоянии. На расстоянии так хватит. Шутка. Я думаю, это какая-то вещь. О! А у нас есть что-нибудь? Батарея резака. Я могу силовой узел еще один взять. Ну ладно, не буду пока. Что у меня вообще есть? Надо это все переместить. Вот это слишком много, мне не надо, в принципе. Лазерная широкоугольный резак с синхронизированными зарядами. Лазерная винтовка. А может вот эту продать, а? Вот этот. Я все равно ей не пользуюсь. Вот это. Нафига я покупала, блин? Вот это тоже нахрен мне не надо. Я все равно ей не пользуюсь, ей неудобно пользоваться. Что за лазерный магазин? От какого это оружия? Энергетический излучатель с высокой степенью разрушения. Бесконтактная промышленная пила. Силовой пистолет. Кинетический инструмент малого радиуса действия. Силовой пистолет, а у нас нет силового пистолета. Тогда, наверное, зачем он мне тогда нужен, я его продам. Переиграй. Лазерная винтовка, широкоугольный резак с синхронизированными зарядами. Может, вот этот купить? А у него патроны, интересно, какие? Ну-ка. Сейчас посмотрим. О, интересно. Ничего себе, какая пушка. Ну ладно. На ком-нибудь попробуем. Что такое? Что это происходит? Что это было? О, блин, вот эта шняга мне не нужна уже. Да и... Может, она крутая, вот это то оружие, которое я продала. Ну, как-то не знаю. Так, что, все? У нас уже 7-я, да, глава пошла?
почему-то недоступна. Посмотрим, можно ли это обойти. Так, да? А куда мне сейчас? Так, я в подготовке. Палуба. Короче, по порядку пойдем. Без приключений никак, да? Говорит Темпл. Я нашел Элизабет, но в этом проклятом ангаре нет ни одной шлюпки, пригодной к полету. Джейкоб, скорее! Мы должны найти маяк. Один точно где-то здесь. Ой, бля! Господи, ну и крики, конечно. Давай вот это оружие попробуем. Нам вообще... А, нам туда? Ну-ка, сюда. А мы отсюда пришли, да? Ага. Чё это? Что-то непонятное. Ой. О. Ну, сохранимся пусть. Нам, походу, вниз. Что здесь? Ой. Чтоб не восстали. Так, всех там убили. Дальше пошел. Откуда? Откуда бегут? Или не бегут? Ага. Ого! Вот. Ну, это для больших мальчиков надо.
Журнал... Журнал рудной платформы Г-Груз. Ситуация здесь серьезно ухудшилась. Сбой системы гравитации привел к тому, что один из астероидов, который мы подтягивали, вырвался из силового луча и столкнулся со стеной. 2 человека погибло, а астероид разлетелся на мелкие куски, которые сейчас летают по всему отсеку. Пока мы не уберем эти осколки, гравитацию включить не удастся, а значит, нам не добраться до главного ключа. Нам бы не помешала тут помощь техников. Чё? О. Так, нам пока ничего не надо вроде. Ну-ка, подзарядим. Что-то как-то подзаряжается странно. Мы вот продали в тот раз. А нам это, оказывается, надо теперь. Ну ладно. Как будто голова улетела. Там невесомость, да? Угу. Ой. А что так нельзя, да? Притянуть. Можно, оказывается. Ну, мы, наверное, туда попадем. Зона невесомости. Запор отсека переработки снабжен контрольным блоком. Если не восстановить гравитацию, он не откроется. Но ты не сможешь включить генератор тяжести, пока по отсеку летают эти объекты. Попробуй отловить их. Какие? Зона гравитации. Да, физика людей тут, конечно, такая себе. Как будто люди как тряпка Зона какая-то. невесомости. И что надо делать, она сказала? От этих шняк очистить? И все? Или что, я не поняла? Вау. Аномалия уничтожена. Да блин, малыш, я ничего не вижу из-за твоей жопы. Аномалия уничтожена. Ой. Да, блядь, сука. Я нечаянно патроны хотела притянуть. Наоборот сделала. А, вон еще. Чё? Блять. Да иди в жопу. У меня
Нет, не достает. Аномалия уничтожена. Все и... О! Иди к папочке. Еще? Напоминание. Перед входом в комнату контроля восстановите уровень гравитации. Спасибо. Нет. Все незакрепленные аномалии уничтожены. Гравитация может быть восстановлена. Бедный. Напоминание. Перед входом в комнату контроля восстановите уровень гравитации. А. Спасибо. Да, да, поняла тебя, женщина. Так. Блин. Ничего не понятно. А мы откуда пришли? Мы пришли оттуда, да? Нам надо сюда. Гравитация восстановлена. Доступ в комнату контроля разрешен. Чё? Хочу видео сделать, где я в начале игры орала, а потом уже нормально привыкла. Блин. Я думала, у меня есть. Ну ладно. По скрипту, по скрипту. По скрипту. Ну-ну-ну. Что так много патронов для этого дается? Это ключ, Айзек. Он позволит тебе попасть в контрольный центр, откуда ты сможешь запустить астероид. Да, и не забудь сначала прикрепить к нему маяк. Тут у меня еще один отчет о безумии среди колонистов. Похоже, все началось после вывоза обелиска с планеты.
Жалко, вот нельзя бить трупов, чтобы от них потом что-нибудь выпадало. Что у меня глаз дергается. Чё? Чё было? Это было просто пугалка? Что происходит-то? Мне куда? Мне сюда. А там что? А, мгм. Понял. Мы пришли отсюда, тут было закрыто, теперь тут открыто. Понял, да, понял, да. Пожалуйста, не забывайте своевременно перерабатывать отходы. Спасибо. Нет. Вау! Прокатится. Ужасно. Что-то, блин, мне не нравится эта пикселявость теперь. Так, ну-ка, попробуем так. Батарейка сядет на телефоне. Ну, поэтому не очень же так смотреть. Неудобно. Ну, мышка опять, конечно, появилась, но я теперь ничего с этим не сделаю. Нет, все равно эти пиксели есть, и теперь оно еще как-то тормозит, блин. Ах, что ж ты будешь делать там? Может, вот так? О, нет. Еще хуже стало, да? М. Когда я записываю видео, у меня это управление битрейтом SQP. И там нет пикселявости, когда видео записываешь. Раньше у меня CBR стояла тоже так же. И поэтому у меня, например, вот Сома игра есть, и у меня там пикселявость страшная. Не посмотреть тебя нормально. Я могу сейчас, в принципе, на время остановить. Попробовать. Ну-ка. Сейчас тогда быстренько я остановлю. Ну, на других площадках, наверное, пока не буду останавливать.
Так, я еще раз врубила, и я поставила кодировщик видео NVIDIA NVENC, как у меня стояло на записи, SQP поставила управление битрейтом. Как у меня стоит и когда я записываю. Сейчас. Посмотрю трансляцию на Ютубе. Не закончилась, нормально все. Вроде все нормально, да? Вроде не заканчивалось ничего. Так, ну давайте посмотрим. Теперь уж. Мышка, конечно, торчит. Но я могу выйти. Надо сохраниться, конечно, сначала. Где-то сохранение было поблизости. Сейчас должно быть все нормально. А, нет, не нормально. Да что ж такое-то? Это что такое, блин? Почему она вот так прерывисто делает? Может, вертикальную синхронизацию надо выключить? А теперь... Нет, не помогает. Бля, что за хрень вообще, не понимаю. Я не понимаю, что с этим делать. Господи. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Все равно. Что это такое, я не понимаю. Пожалуйста, решить проблему. Я искала в Google, но я ничего такого не нашла ни у кого. Там только про ремейк. И то не в OBS, а типа вот так вот тупит у людей просто. Ну почему она вот так кадры вот так делает? Что это за бред? Не могу. Захват игры не делает еще. О, можно, оказывается, курсор отключить. О, теперь вам курсор не будет видно, а мне будет. Понимаю.
понимаю. Я сделала CBR. SQP я отключила. Блять. Ну почему? Нет, все равно не работает. Теперь только хуже стало, как будто бы. Не-а. Что-то не получается. Ну это же не игра же. Не может же быть такого. Ну, имеется в виду не в настройках же у игры. Почему она вот так вот делает? От чего это зависит? Что это за прерывистые кадры или как это называется? Нестабильный интернет написано. Ну, все же игры нормально были. Почему Dead Space как-то вот так вот? Все остальные игры же почему-то нормально играются. Блин, губы опять болят. Выбран неправильный сервер. Битрейт превышен.
смысле установить новый битрейт? Это как? Ай, господи, сейчас. Прошу прощения. Эй, ты чё? Я даже когда записывала, у меня то же самое было. Типа, это, короче, это что-то с ОБСом. Что-то он не хочет, что-то как-то неправильно настраивается, то ли что. Он как-то не хочет захватывать игру. Написано деактивировать игровой режим. Windows 10 разрешает специальный ползунок, расположенный в параметрах раздел игры, но оно у меня выключено было. Я сейчас включила просто. А вдруг поможет наоборот. Проблемы с пропуском кадров OBS Studio встречаются преимущественно из-за нестабильного подключения к интернету, излишней нагрузки на сеть, некорректно выставленных настроек, битрейт превышает допустимые пределы, а у процессора низкий приоритет, или неподходящего сервера, выбранного для передачи сигнала. Несмотря на разнообразие причин, разобраться с возникшей ситуацией легче, чем... А при чем тут сервер? Ой, то есть интернет, если даже когда я записываю в OBS, у меня даже так вот эти кадры всякие прерывистые, или как это называется, я не знаю. Причем здесь подключение к интернету. Несмотря на разнообразие причин, разобраться с возникшей ситуацией легче, чем кажется. Достаточно воспользоваться каждой рекомендацией, перечисленной выше. И чё мне, блин, сейчас пойти интернет менять? Это тут при чем вообще? Игра, блин, 2008 года не запускается. Ну, точнее, у меня-то все нормально, имеется в виду ВБС не показывает ни хрена. А сколько надо этой игре битрейта-то? Откуда я знаю? А чё, я единственная, да, такая, у которой эта проблема, у всех все заебись?
Я не хочу быть такой избранной. Ай, господи. За что? Захват отдельного окна. В строке окно выберите нужный процесс. Найдите поле приоритет согласования. Здесь нужно выбрать правильный заголовок. Сравнивать заголовок. В противном случае найти окно тоже. Чё, блин. Кому? Поставьте отметку в строке режим захвата. Но учтите, что это действие максимально негативно влияет на производительность, она резко упадет. Отметьте галочкой строку «Использовать перехватчик совместной защиты от читов». Чё? Первая часть настроек завершена. Если при захвате игры в OBS черный экран повторяется, нужно попробовать другой способ. Ой, блядь, закрыла, взяла. Что игру совсем не захватывает. Может, то, что игру не захватывает? Может, вот это плохо? Хотя вообще не знаю, при чем тут это. Всегда все игры работали нормально. А вот тут вот из-за вот этого я не знаю, что делать. Хочется просто уже завершить все это нафиг. И играть в другую игру. Нормально, не мучаясь. Господи, блин. Сейчас все полностью компьютер поменять, да, лишь бы поиграть в Dead Space. Как вот мне написали там самые умные в Телеграме. Купи новый комп. Найс совет. Если бы я зарабатывала бы столько, чтобы можно было бы покупать каждый день новый компьютер, то я бы, наверное, согласилась с этим комментарием. Но, увы, я не могу себе этого позволить, поэтому великим удовольствием пошлю этого комментатора нахер. Ну-ка, получится сейчас захватить игру? Нет, не захватывается, да, все равно. Обычно, если просто нажимаешь, заходишь в игру, нажимаешь, то оно захватывается автоматом. А сейчас оно не захватывается все равно, да? Ай. Я не знаю, что делать. Оно стало только хуже. Это что такое? Что такое черное было сейчас только что? Я не понимаю. Я не понимаю. Я не понимаю. Не работает все равно. Ху-ху-ху.
Что за интервал ключевых кадров? Нет. Все равно нет. Не дают нам поиграть. Я не знаю, что делать. Сейчас. Тут написано про вторую часть ДСП. Мне нужна первая часть. Нахрен мне ваша вторая, блин. В общем, поставил в игре вертикальную синхронизацию, и, о чудо, OBS стал писать все кадры. Но только с этой вертикальной сама игра не выдает 60, не 20, конечно, но видно, что не гладкая картинка. Не в курсе, как с этой синхронизацией быть. Это было в 2021 году, кто-то писал. Господи, сейчас из-за какой-то игры переворачивать полностью компьютер, ну это капец. Я этим заниматься не хочу. Видимо, это надо проживать. И ничего с этим не поделаешь, решается только видеокартой. Блядь. Старая игра, блин. 2008 года. Тупит, что я просто не знаю.
Всего лишь же просто записывать экран, блин. Ну чё за проблема? У меня же все нормально с игрой. 60 FPS или сколько там? Чё за бред, блядь? Я не понимаю просто. Почему нельзя просто тупо записывать экран? Или я такая тупая, наверное, ничего-то не понимаю, или что? Почему все остальные игры у меня нормально шли, а вот эта игра у меня как-то по-ублюдски как-то идет, блин. Тут какое-то видео. Итак, всем привет, с вами Мистер Твилл, и сегодня хотел бы вам рассказать, как решить проблему с низким FPS в игре Dead Space 2 и, наверное, Dead Space 3. В Dead Space 3 я не играл, поэтому не знаю уж. И проблема такова. FPS никогда не бывает выше 30. Как вы видите, сейчас у меня работает Fraps, но он работает только как мониторинг количества кадров в секунду. Записываю я с программы от NVIDIA Shadow Play, которая не жрет FPS. Соответственно, у меня не выше 30 кадров в секунду. Как это решить? Вот, например, у меня компьютер довольно мощный. Чё у него там за проблема-то, блядь? Я не увидела. В Dead Space 2, допустим, как и сейчас, она позволяет, моя видеокарта уже довольно приличное количество кадров в секунду уже в этой игре, но многие сталкиваются с такой проблемой. Мы заходим в видеоэффекты, и тут у нас включена вертикальная синхронизация. Вообще, для чего нужна вертикальная синхронизация? Что она делает? Она Синхронизирует вертикальность. Качество картинки в игре с тем, что способен сделать наш монитор. Соответственно, у меня монитор 60 Гц, и при включенной вертикальной синхронизации в играх у меня тогда, получается, компьютер не дает, то есть настройки в игре не дают компьютеру делать в игре больше 60 кадров в секунду. Вот этим занимается вертикальная синхронизация. То есть она синхронизирует количество кадров в секунду в игре с герцовкой монитора. По крайней мере, она так пытается сделать. Но у меня сейчас, как видите, графика стоит на полном максимуме, то есть выше нельзя поставить. Поэтому, ну, я могу для вида поставить высочайший, чтобы вы видели. То есть, да, сохраняю. То же самое, те же самые несчастные 30 FPS. По-моему, даже картинка стала чуть-чуть хуже. Итак, а теперь мы выключаем вертикальную синхронизацию. Она тут какая-то баганутая. Я сам не понимаю, почему. То есть, по теории, даже игра видит, что у меня 60-герцовый монитор, но все равно количество кадров в секунду... Это не решает мою 30. проблему. Вот это меня волновало в первом Dead Space. Что выключено у меня, что не выключено, разницы нет. Все равно хрень какая-то. Рубайте ее в этой игре. Да, вот вообще, с OBS не просто хочет нафиг. контактировать вообще Ставим никак. на выключить. Ну а почему у других как-то, вот я смотрела прохождение, почему у них нормально все было? Может, у них там какой-то был нормальный OBS, а сейчас, который новый OBS, он какое-то говно. Да. Назад. И, пожалуйста, у меня сразу становится идеально плавная картинка. Мониторится, я не вижу, доходит количество кадров в секунду доходит до 200. Но поскольку у меня монитор все-таки 60-герцовый, получается, я все равно не вижу разницы. То есть вертикальная синхронизация, она в целом хороша во многих играх, в которых она позволяет, то есть соответствие было между герцовкой монитора и количеством кадров в секунду. Но Нет, это не решило мою проблему. Я не знаю, что делать. Плакать хочется. Просадки FPS в OBS решено. FPS drops in the OBS. Что это такое? Ведьмак? Ой, нет.
Мне надо не Ведьмак, мне надо Dead Space. Как убрать задержку в OBS? Как убрать в рамках OBS? Откройте приложение на компьютере и нажмите на шестеренку настроек. Ой. Какую еще нахрен шестеренку тут? Настройки, название. Как убрать? Перейдите на вкладку расширенные. Да, блядь. Расширенные. Перейдите к блоку задержка потока. Ага, найдите пункт «Включить» и снимите галочку напротив. Расчетное использование памяти. Сохранить точку отсечки. Увеличить задержку при переподключении. Чё это? Битрейт крайне важен, потому что он наравне с пресетом кодировщика определяет качество картинки, которую вы отправляете на стрим. Чем выше битрейт, тем лучше. Вот. Для примера, картинка в пресете Medium с битрейтом 1500 будет намного хуже, чем картинка в Fast с битрейтом 6000. Хотя вроде как мы кодируем с большой нагрузкой на SPU, при этом параметр битрейта дает свою нагрузку на кодировщик, то есть это еще одна абуза для процессора. Ну, например, если я поставлю вот так. Ай-яй-яй-яй. Мамма мия. Ай-яй-яй-яй, мамма мия. Классно, доиграем. Какая-то дичь с FPS при стриме. Суть проблемы в фоновом окне падает FPS, то есть когда у тебя активная игра, в ней FPS 60, а OBS уходит в фоновый режим, на трансляциях FPS проседает до 10-20. Но у меня не то чтобы проседает, у меня какой-то какая-то, я не знаю, как это объяснить, как эта проблема называется. Прерывистая. Что я пробовал? Делал игру в оконном режиме, в полноэкранном, результата 0. Менял разрешение игры, результата 0. Менял фильтры в OBS, результата 0. Менял FPS в OBS, результат есть, но даже при том, что картинка на стриме начинала лагать чуть меньше, смотрится это не очень приятно. Ограничил FPS в игре до 30-60 без ограничения. При 30 FPS играть становилось невозможно, но на стриме все приходило в норму. При 60 игралось более-менее комфортно, но на стриме все начинается дергаться. Что значит дергаться? Это вот как у меня дергается или как? При без ограничений играется максимально комфортно, но на стриме начинается сущий лаговый ад. Почти как сущий макро-тиран, только ад. Что за макро-тиран? Пробовал выставлять в OBS галочку «Разрешить 61-120 FPS в настройках видео», результата 0. Пробовал использовать XSplit, все то же самое. Пробовал убивать настройки графики в игре, 0 результата. Да, я тоже так, кстати, делала. Тоже все убирала в настройках игры, ничего толку нет. Все равно. Хоть там ты убавь до низкого графику, все равно разницы не будет. Собственно, в чем проблема? Понятно одно. Проблема FPS, который выдает
выйдет на стрим OBS. Почему этот FPS не держится на отметке в 60, как выставлено на настройках, а прыгает от 25 до 40, для меня загадка. Вторая загадка, почему у меня на пиратской копии игры не было никаких проблем. Может, кто-то с этим сталкивался? Так. Мой гуглёж ничего мне не дал, может быть, у вас получится, буду благодарен. Однако с другими играми такой проблемы нет. StarCraft... А что за у него игра-то, кстати? Я что-то не посмотрела. Захотелось мне постримить Middle Earth Shadow of Mordor. В общем, скачал я игру, и именно скачал. Начал играть, запустил стрим, все прекрасно. Стандартный стрим. 2К битрейт. Игра мне настолько понравилась, что я решил купить ее в Steam и продолжить играть уже на лицензии, с ачивами, доп-контентом и так далее. Купил, скачал, запускаю стрим. Тут начался просто какой-то нереальный... у него, получается, лицензионная игра начала лагать. Ты можешь сколько души угодно, однако это не изменит тот факт, что именно эти параметры дают возможность избежать буфера и лагов на стриме. У большинства моей маломальской аудитории при этом выдавать более-менее смотрибельную картинку при отсутствии партнерки с Твичом ГГ, так что оставь свои при себе. По поводу свойства захвата окна игры я пробовал захватывать саму игру в режиме fullscreen со всякими галками в настройках. FPS прыгает 25-28. При тех же настройках, но в оконном режиме FPS держится на отметке 30. Это уже что-то. Если выставить в OBS 60 FPS, то при тех же лагах FPS будет прыгать 45-50. Но как сделать стабильный 60 на ваток? Почему он прыгает? Я не понимаю все равно ничего. Я примерно понял, в чем проблема, на которую ни у кого в сети нет ответа. Суть проблемы: в фоновом окне падает FPS, то есть когда у тебя активная игра, в ней FPS 60, а OBS уходит в фоновый режим, и на трансляции FPS проседает до 10-20. Самый стандартный ответ: купи новый комп или ноут. Но если вы, например, майнер в Эве и у вас 10 окон, то тут никакой комп не вытянет, и FPS всегда будет рушиться. Решение проблемы в панели управления NVIDIA. Наверняка вы по гайдам оптимизировали там настройки и по умолчанию включили однодисплейную производительность и выбрали устройством по умолчанию графический процессор NVIDIA. Если у вас в процессоре есть HD Graphics, то первое, что нужно сделать, это в программной настройке выбрать запускать OBS с помощью интегрированной графической системы. Производительность игр лучше оставить в мультидисплейке. Мультидисплейная производительность кидает всю производительность видеокарты на одно активное окно. А фоновые окна работают по 5-7 FPS. В однодисплейной производительности мощность карты делится поровну между всеми окнами, если вы играете не в одну игру одновременно или в 10 окон в Web, как я. В таком случае OBS будет всегда работать на том FPS, который вы ему указали, а вот игра уже может не дать 60, но ведь 30-60 тоже неплохо. Если меньше, тогда уже точно пора комп менять. Надо бы мне гайд записать, времени потерял кучу, чтобы разобраться, и не факт, что понятно здесь написал. Также проблема может быть в совместимости с защитой игры. Копай свойства захвата окна, там есть чудо-галочки. Защита игры? Чё, блин? Неужели ни у кого нет мыслей по этому поводу? Попробуй захват экрана всего. Возможно, это особенность движка игры, такое бывает, с этим уже ничего не поделать. Но впихивать 60 FPS в 2000 битрейта — это реально дичь.
Попробуй выставить программу OBS высокий приоритет через диспетчер задач. Для этого может потребоваться открыть диспетчер задач под администратором. Я увеличил битрейт до 3500, результата 0. Ты из полиции битрейт. К сожалению, не помогло. Я выявил закономерность. Мой FPS в игре напрямую влияет на то, что выдает OBS на выходе. Если я оставлю игру в 30 FPS, в OBS FPS держится стабильно на 60. Привет. Привет, привет. Если же я ставлю в игре 60 без ограничений, то OBS начинает выпендриваться, и FPS стрима прыгает с 15 до 25. Раз на пиратке такого не было, может проблема в оверлее стима. Попробую его отключить. Ай, у нас-то что? У нас-то ничего не официально. Значит, путем экспериментов я выяснил, что если убить настройки графики до самых минимальных, даже при том, что на высоких играется очень комфортно, и выставить в игре показатель FPS без ограничений, ко всему этому включить вертикальную синхронизацию, о мой лорд, OBS начинается выдавать почти стабильные 60 FPS на выходе. Но при всем при этом FPS в OBS периодически дает просадки и скачет 40-60, что отражается на картинке. Происходит это нечасто, в одни и те же моменты игры, например, при переходе с одной сцены на другую. Это то, что я пока мог заметить. Что будет при внутриигровых роликах, я вообще боюсь предположить. Значит так, проблему частично удалось решить. Падение FPS на стриме происходит лишь в одном случае, при переходе в одно меню игры. Видимо, при переходе игра начинает жрать больше системы. Ой. Я не знаю, короче. Я не знаю, что делать. Помогите мне, пожалуйста. Купите мне новый компьютер. Купите, пожалуйста, мне новый компьютер. Такая старая игра, и она у меня тупит. Ну, не у меня, а в OBS. Ты заебал. Дай поиграть. Балалала, балалала, балалала. А что это? А это что такое? А это мы что, починились, что ли? Да ладно. Мне не надо новый компьютер покупать, как у некоторых советы бывают. Мне надо было всего лишь перезапустить игру? Но я там увеличила битрейт на 6000. Ёб твою мать. Все так плавно пошло. Все пошло так плавно, как у меня. Теперь вам будет удобно смотреть. Да ладно. Ура! Все починилось. Ура! Теперь вам будет нормально смотреть меня. А я... Вертикальную синхронизацию у меня же... А, она у меня выключена. Ну, пусть выключена будет.
А то вдруг я сейчас включу и все сломается. Охренеть, да ладно. Вы прикиньте. Не, ну вы прикиньте. Это что такое? Это плавный Dead Space? Теперь вы будете сраться вдвойне приятнее. Это что такое? Так, почему у тебя голова появилась? У тебя же не было головы. Охренеть. Чё, ребята, молчите? Вам нормально? Или это у меня у одной так? Вниз надо. Ну, тут мы уже везде были. Я уже все взяла. Блин, а теперь можно я перепройду с самого начала игру, чтобы было все идеалити. Так, куда мне теперь? А, техслужбу. Что это за звук был? Что это? Кто это? Вау. Кто это там? Варуш. Это что за курица? Вы там превращают, что ли? Ну, короче, как я решила проблему? Я поменяла этот кодировщик. У меня стояла там какая-то обычная что-то там. Потому что на записи, когда я записываю, у меня кодировщик стоит NVIDIA. Я помню еще, как... ну, оно по умолчанию в VBS, короче, по-другому стоит. И там надо самим все в настройках вот это менять. И я помню, Сому я записывала точно в таком же качестве, как вот мы играли вот в Dead Space. Тоже так же. Типа с такими вот пикселями, сраными этими вонючими пикселями. И потом я вот сейчас вот поменяла кодировщик вот этот вот на NVIDIA и увеличила битрейт на 6000. И все, игра заработала нормально. Ну и этот, как его? Хватит превращать. Теперь вы видите игру так, как вижу ее я. А не как было до этого.
Наконец-то это починилось, блин. Доктор Кейн, что черт возьми вы? Назад! Подойдешь еще на шаг, и я пристрелю его. Отдай мне коды доступа на грузовую палубу. Вы идиот, это переработка. С какого хрена у меня должны быть коды? Не ври мне. Мне уже надоела ваша ложь. Сейчас для меня главное забрать обелиск. Отдай мне коды. У меня нет их. Вы так же и капитана уделали. Давайте стреляйте, если хватит духу. Идиоты! Это единственный способ все остановить. Прекратить все это. Он совсем рехнулся. Вызовите охрану. Няшка. Айзек. Айзек. Половину времени потратили на то, чтобы починить игру, блин. Так, это надо притянуть, да? Ладно, не получается. Кого? Ауау, шняга, шняжная. Блядь. Тварь. Тварь. Лежит тварь. Что, никто не придет? Ой, блядь, сука. Это действительно ты. Первый скример за все время. Кажется, прошло столько времени. Но я помогу тебе. Пошли со мной. Ну, взгляд у нее, конечно. Эйик. Слишком много аптечек. Маяк, что ты ищешь здесь, рядом на складе. Мне кажется, я смогу отключить замок. Погоди. А если ее убить? А это галлюцинация или реальная Николь? Она же вроде сдохла, нет? Может, не надо было убивать? Ой, бля! Сука. Ой.
долго она это делает, блин. Есть. Дверь Все, открыта. спасибо. Я не могу до тебя добраться, но я что-нибудь придумаю. Люблю тебя. Скоро все это кончится. Отпинала и пошла. Айс! Фух, на какой-то миг я потеряла сигнал. Я же волнуюсь за тебя. Вижу, ты нашел маяк. Теперь иди к рудной платформе и закрепи его на астероиде. Я просчитала траекторию запуска. Если мы поторопимся, то отпихнем астероид на безопасную орбиту, откуда он сможет послать сигнал. Все еще ничего от Хэммонда, но в таком состоянии не думаю, что он выжил. Не уж. А это что такое? Уау! Шрек. Ничего не взорвался? Места хватает. Ау. Ёшкин ты кот. Внимание! Не снимайте защитный костюм в среде класса А. Почему? Я как-то и не хотел раздеваться. Знаете ли. Обязательно надо сохраняться. Потому что если не будет... Бупаешь ты, штарламана. Я открыла доступ к лифту на рудную платформу. Системы безопасности были активированы, но бесполезно. Смотри, у тебя есть и ключ, и маяк. Следуй на платформу. Мне кажется, астероид держит грави-замки. Перед тем, как запустить астероид, придется их вырубить. Ой, не нравится мне это все. Там какой-то был монстр неприятный. Ау. Неудобно вот этой шнягой в них стрелять. Все-таки. Вот так удобнее. Что это такое? Ну-ка сюда сходим.
Нам же в ту сторону, да. Магазин. О, сейчас давай увеличим тогда. О, да. Вот это ботиночки. Модник. Ой, господи. Так, все. Приметь. Отдел переработки. Управляющий второй инженер Даллас. Запись. Это мое последнее сообщение. Я видел, что происходит с телами. Во что они превращаются. Я не хочу такого. По крайней мере, если у меня не будет конечностей, я не смогу убивать, даже если заражусь. Пожалуйста, передайте Дон и детям, что я люблю их. Господи. Еще одна. Еще одна. Что он там делал? Блять, сука. Издеваются, а? Так, что здесь? Тут верстак и какая-то батарея. Что за батарея? Непонятно. Увеличим воздух на всякий случай. Ой, шняга шняжная! Ты скотина такая, а? Обнимашки захотел. Угу. Это второстепенное задание. Тут закрыто? Блин. Ну, ладно. Теперь открыто. Да. Еще и дергается, лежит. What the fuck? Мне же не сюда, нет.
Рычаги блокировки должны быть отключены. Угу. Понятно. Мы еще сюда вернемся, наверное, да? Ой. Вентиляторы напугали. Ладно, пойдемте по заданию. Куда там надо идти? Что было? А, блин, серьезно? Ёлки-палки, откуда ж я знал? А, ну хоть не надо прыгать. Ой, прыгать было. Что там было? Куда? Кто там? Кто там? А, просто страшилка? Ну ладно. Ой, ёшкин ты, матрёшкин, а. Блять, кажется, как будто сзади прыгают сейчас. О, чёрт. Что страшно. Когда такое пространство большое. Мне кажется, как будто и спереди, и сзади подойдут, как будто. Сзади как за жопу хвать. У меня трансляция идет на Ютабе. Пойду посмотрю. А, вроде идет. На ютабчике. Половина видео там разговариваю. Не нравятся мне эти звуки. Идет серый некроморф. Журнал разработки Д. Даллас, бригадир, второй инженер. До настоящего момента процессор переработки планет шел как было запланировано, хотя мы и потеряли на время контакт с колонией. Первый срез был доставлен на борт уже через час после раскола планеты, обработан, очищен и переплавлен. Результаты превзошли самые оптимистические прогнозы. Обычно любая порода содержит 35 минералов.
5% окаменелостей, а 60% идет в отходы. Но тут мы получили 65% минералов. Чё? Ну тут мы получили 65% минералов и 0% окаменелостей. Это составляет 6,5 тонн руды на каждые 10 тонн породы. Если только это была не аномалия, мы вскрыли настоящую сокровищницу. Ну ладно. Какое-то сокровище. Нам туда? Угу. Там что? Или тут без разницы? Без разницы. Ой, блин, я думала, это какие-то гиганты. Я думала, это великаны какие-то. Ой, лол. Да. Стрижку сделаю. И тебе тоже. Да, блин, иди сюда. Модная стрижка от Айзека. Зона невесомости. Шона, невесомость. Жопа одеревенела. И теперь я лох. Да, блядь, сука, сраная тварь, блядь, сдохни, сука. Сдохни, блядь, тварь. Ну ты тоже, блядь, сдохни, сука. Ой, ты, блядь, кстати, не нахуй. Жизнь, блядь, мешает жить. Сука, блядь. Что это было? Тарари, тарара. О, это что за... какой большой. Как мой. Что остановилось? Почему он такой пули непробиваемый, блин? Земля в иллюминаторе. Земля в иллюминаторе. А что надо делать-то? Я не понял. Я не понял. Что надо делать? Что надо делать? Ладно, потом использую. Ой. Астероид выпущен. Угу. И что? Это типа пила, да? Вот это вот. Вот это пила.
Зачем тут эти люди? А дальше что? Он мне показывает вот сюда. Что делать? Я не понимаю. Он мне показывает вот сюда, на вот это шариковое говно, вот на вот это показывает. Что мне надо с ним сделать? Как тут перемещать между этими? Ничего не понятно. Мне надо вернуться куда-то в зал. Или что? Зона гравитации. Что делать? Ну, явно надо туда. Какой-то... Что-то... Это... Маяк заправлен, я должен вернуться в диспетчерскую и отпихнуть чертов астероид от корабля. Теперь надо прикрепить аварийный маяк к астероиду. Как только астероид отойдет на нужное расстояние, маяк выйдет из зоны действия навигационного луча, и Шимура сможет передать уверенный сигнал. Разрабатываемые астероиды удерживают на месте лучи гравитационного подъемника. Надо как-то отключить их, чтобы вытолкнуть астероид в космос. Думаю, удачный выстрел по внешним излучателям — это то, что нам надо. Чего, блин? Кого? Зона невесомости.
Может, мне надо прыгнуть? А, еще есть, оказывается. Что ж вы молчите-то, что еще есть? Да блин. Так, это низ, это вверх, да? Что такое? Да, это низ. Сейчас куда мне? Да? Да, показывает непонятно. Я сейчас запутаюсь с этой херней. Что там надо? Что, еще надо что-то? Я на потолке? Или где? Или я на стене? А, я на стене. Так, оно было внизу и наверху. Значит, ага. Жесть. Я не понимаю опять. Это какое-то странное задание, я не понимаю. Что теперь делать-то? Вау. Вот делали же раньше игры. Сейчас боятся пукнуть даже. Да что делать-то? Там сделала, там сделала. Дальше что? А, 2 из 4. Разрабатываем астероиды. А где еще? Я больше не вижу, только 2 же было. А где еще 2? Она огромная, просто капец. Я не понимаю. Земля в иллюминаторе. Земля в иллюминаторе пятно. Но если я сюда прыгну, я же сдохну. Ну, явно сдохну.
Блин, серьезно, на шарик надо забраться. А я думаю, это шутка. Зона вакуума. Реально. Все понятно. Хорошо. Надо было взять с собой этот. Воздух надо было с собой взять. Я даже не думала, что мы будем в этом. Ну хорошо, я увеличила этот. Предупреждение. Груз 8772 освобожден от захватов. Необученный персонал должен покинуть отсек немедленно. Ой, а как? Как установить? Как установить? А, все. Не могу, паника. Ой, тихо, 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 Айзек. Все будет хорошо. Зона нормального давления. Давай, лети, мой пирожочек. Все? Молодцы, мы сделали. Мы это сделали. Зона гравитации. Ты ползаешь. О, бля. Теперь так, да? Ой. Согрейся, батареечка. Эй. Как он заканчивается? Обед будет подан в столовой через 10 минут. Ура, обед. Побежали обедать. А что на обед будет? Можно мне пюрешку с котлеткой? Ты поторопись. Наша с котлеткой. Ну, крошками. Нет, с пюрешкой. Туда-сюда, туда-сюда. Это не я, это эти вонючие шняги. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Опять оно шевелится. Я же отрубила вам голову. Вы чё? Синхронизируетесь. А тебе я тоже бошку отрубила.
872 запущен. Маяк запущен. Все системы в норме, сигнал четкий и ясный. Будем надеяться, что его услышат. Попробую настроить антенну приема. Мне показалось, что сегодня я видела своего брата. Он махал мне рукой, как будто все в порядке. Отлично. Я оставлю канал открытым, чтобы... Что? Антенна приемника не отвечает. Айс, ты можешь вернуться на мостик? Мы должны починить этот хлам, если хотим узнать, что нам ответили. Блять. Одна проблема в этот. Выше другой Обнаружена проблемы. опасная аномалия. Активирован режим карантина. Чё такое? Чё такое? Еще медленно идет, смотри, а, гнида. А я, блядь. Сука. Тварь, а. Рексом хотите заняться? Я вам это сейчас предоставлю. Карантин снят. Да уж, карантин в маленькой комнатушке — это жесть просто. Обязательно. Без этого никак. Сюда, да, сказала она. Ладно, давай поедем. Ну, если всякие хрюкающие звуки, значит, правильно еду. Да, этот как-то мощнее, что ли. Тяжело убивается. Угу. Что такое? Что такое? Не открылись, ничего не это. На-на-на. Так. Что нам надо? А, у меня есть воздух? Лол. А, ну хорошо тогда. Я думала, у меня нет воздуха. Стазисной батареи очень много. Обязательно, чтобы не ходить туда-сюда.
А, все что ли? А, лол. А, вот оно что. Шаг в пустоту завершено. 8, 9, 10, 11, 12. Еще 5 осталось. 5 осталось глав. Найти и спасти. Глава 8. Дела пошли на лад. У нас ответ с военного корабля USM Вейлор. Несмотря на помехи, они получили наш сигнал бедствия. Правда, мы не можем ответить, пока не починим антенну. Я взломаю замки в рубку, а ты иди к пульту контроля передатчика. А если я включу синхронизацию вертикальную? Игра меня не отпинает? Ну, вроде нет, да? Вроде нормально. Ну ладно. Вау, какой у него этот стал маска. Какой интересный маска. А мы уже тут были вроде, нет? Что у меня какие-то флешбеки какие-то. Туда-сюда, короче, ходим. Так, ну там ничего не надо. Ай, блин, точно. Ай, можно не надо. Сейчас опять карантин будет, да? Ну, а тут, смотри, проход закрыт уже. Жопа какая-то образовалась. Обнаружена опасная аномалия. Активирован режим карантина. Уа, блядь! Да тихо вы! Тихо, блядь! Стоять, тихо. Да, блядь! Тихо, успокойся. Блядь! Тихо. Сейчас, подожди, оружие. Патроны закончились, тихо. Карантин снят.
Ну, хоть не этот, которому массаж жопы постоянно надо было делать. Даже. Куда мне? А, все понятно. Ну-ка я схожу. Так, ага, сюда нельзя. Хорошо. Ага, все понятно. Блин. Ладно, тогда вот это использую. Это. В прошлый раз они были недоступны, сейчас доступны. А, на третий надо. На первый нельзя. Айс, дверь в рубку связи открыта. Но у меня странные всплески на передающей частоте. Думаю, нас подслушивают. Будь осторожен. Блин, у меня к этому оружию патроны закончились. Придется этим тогда стрелять. Что на этот... На это оружие слишком много патронов дают. Ну, маска, кстати, прикольно очень выглядит. Вообще класс. Блять, сука, задела все равно, а, тварь? Чё там, блин? Блин, не попала в двоих. Это что такое, блядь? Это что такое сейчас было, блин? Что за слендермен какой-то? Я даже не проверила. Блядь. Господи, ужас какой-то.
Я надеюсь, больше его не будет. Это было так просто. Журнал службы связи. Старший офицер по коммуникациям Бейли. Запись. На корабль совершено нападение, но капитан Матиус упорно игнорирует просьбы отправить сигнал бедствия. Он не объясняет причин, хотя все и так понятно. Мы ведем нелегальную разработку в закрытой системе. Это выяснилось еще несколько месяцев назад, но все молчали. СОС! Это USG Ишимура. Это... Черт! Не верю своим глазам. Вся система связи отрубилась. Все, выхожу из эфира. Конец связи. Коммуникационный луч отключен. Ремонтная бригада извещена. Передающий кластер совсем плох. Необходимо минимум 6 исправных тарелок для уверенного сигнала. Расположи их симметрично, иначе будут проблемы с питанием. Ой, господи. А можно не надо? Блин, одни сохранения. Там, тут сохранение. Как он вообще бегает? Ему не тяжело? Только всего. Да ладно. Блять. Магазина нет, да нигде. Равно занято. Мне нужен магазин. Ну ладно, может мы назад потом же все равно возвращаться будем. Зона невесомости. Еще стоит, смотрит на меня. Может, место освободилось? А, нет. Не освободилось. И что мне делать? Куда? Это что это?
Что с ним делать? Что с этим делать? Куда это поставить надо? Не знаю, каким образом, но нас услышал военный корабль. Все ясно, повреждены несколько тарелок, кластеры. Я должен заменить сломанные тарелки целыми и сформировать из них круг. Тогда суммарной мощности сигнала хватит, чтобы установить связь. Понял, да? Образовать круг. Ага. Значит, вот эту вот шнягу. Вот эту вот шнягу надо выбросить. А эту вот сюда поставить, да? Ой. Ты куда улетаешь? Пиу. Не достает. Надо 2 только поставить. Значится. Ой. Нет, не улетай. Сука. Так, все, хватит швыряться. Давай вот сюда вот поставим. И иди отсюда. Ты иди сюда. Всего одна осталась, да? Вот. Блять, не получилось. Ладно. Нет, не улетай далеко. Где ты? Вот так. Эй! Еще одна? Да в смысле? Почему мне показалось, что там... Блять. Коммуникационный луч перенацелен. Возможен прием сообщений. Вот, все заработало. Возвращайся в рубку и используй панель управления, чтобы передать Вейлору наши координаты. Угу. Зона гравитации. Это спокойная музыка вообще. Полный расслабон. Да блин. Чё выбросить-то? Давай, короче, вот это. А. Говорит USM Вейлор. Вызываю USG и Шимура на всех Железный частотах. человек. Принимаем сигнал бедствия. Также подобрали вашу спас-капсулу 47. Выдвигаемся к вашим координатам. Это сообщение будет повторяться каждые 30 секунд до получения ответа. Нет, не надо, пожалуйста, сюда приезжать. Что? Это же та капсула, что вышвырнул Хэммонд. В ней была заперта одна из этих тварей. Нет.
Нет, этого не может быть. USM Вейлор. Ответьте, Вейлор. Нам не хватает мощности. Я открою створы шлюза, чтобы не мешать сигналу. Ошибка. Створы шлюза заблокированы. Свяжитесь с ремонтной командой. Черт! Айс, к корпусу прицепилась огромная дрянь прямо над кластером антенн. Органического происхождения. Не знаю, что это, да и черт с ним. Если мы не откроем шлюз, то не сможем связаться с Вейлором. Эта штука в пределах поражения пушки 48. Бегом туда и распыли к чертям этот кусок дерьма. Ёшкин ты кот. Что они хотели этим сказать? О, бля. Так. О. Не только сохранение. Так, это вроде был чел. Угу. Я не открывала ее, она сама открылась, кстати. Мне нужен магазин. Блять. Включено ручное управление.
USM Вейла, это Кендра Дэниел с борта USG Шимура. Прием! Не открывайте спасательную капсулу. USM Вейла, это Кендра Дэниел с борта USG Шимура. Прием! Не открывайте капсулу! Черт, да ответьте же! Какого О, черта блядь. не открыли Так хотелось поговорить с кем-то. Тут все разваливается. Айзек. Айзек, ты там? Слава богу, ты в порядке. Я пытался добраться до тебя. Кто-то посторонний блокировал сигнал моего яйца. Столкновение разрушило блокирующий передатчик. Хэммонд, где ты был? Пытался выжить. Я смог немного подлатать себя. Слушайте, я отменяю эту миссию. В задницу CEC и командную цепочку. Мы должны валить отсюда. Кажется, я нашел челнок на пассажирской палубе. Судя по записям, у него отсутствует сингулярный конвертер, но уверен, мы найдем один на его борту. Я видел, как он застрял кормой в Ишиморе. Я собираюсь пробраться туда и найти путь внутрь. Встретимся там. Конец связи. Айзек, если он говорит правду о челноке, у нас есть шанс бежать отсюда. Отправляйся в грузовой отсек и помоги ему. В таком состоянии он не справится. Ой, хорошо. Сейчас. Тин, тан, тин, тан, тан, тин, 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 тан, 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 тин, 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 тан, 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 тин, 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 тан, тин, тан, тан, тин. Тан, тин, тан, 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 тин, 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 тан, 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 тин, 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 тан, 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 тин. Ой. Что за звуки? Опять карантин. Ну, я обосрался, конечно. С него всего лишь аптечка вышла. Капец. Магазин. Ого.
Охренеть, сколько денег. Охренеть, сколько аптечек. Не взрывайся, блядь, сука. Нет, тварь. А, фу, я думала, с него эти пойдут. Да и- Эти, в принципе, еще ладно, а вот которые мелкие, вот эти противные. Ура! Глава 8. Найти, спасти, завершить. Да. Да. Сохранимся вот здесь. Глава 9. Мертв по прибытии. Айзек, рад, что ты дошел. Слушай, я нашел список вооружений Вейлора. Не думаю, что они случайно оказались тут. Они не проводили разведку, не патрулировали. Корабль снарядили для боевой операции против нас, Айзек, против Ишимуры. Айс, я снова потеряла его. Никакого сигнала от Икса Хэммонда. Найди конвертер и сваливай отсюда. Я бы с радостью. Да, тяжело. Вот бы мне костюм. Ладно. В принципе, ничего нового. Так, мне дали воздух. Зона невесомости. Айзек, удар сорвал люки одного из орудий Вейлора. Зеленые сферы, которые ты видишь, очень радиоактивны, а шлюз заклинило. Тебе нужно сбросить их в космос, прежде чем попытаешься попасть внутрь. Господи. Ну, давайте попробуем. Для начала нам надо притянуть ящички. Так. Ага, надо их сюда, да, выпустить? А их как уничтожить? Ой, блядь. Ой, я думала, сейчас кирдык башка будет. Нет.
Куда их деть-то? Чё, не достаешь, что ли? О. Так, ладно, это не сюда. Угу. Кислород. Так, ну-ка, давай-ка, знаешь, что сделаем? Вот здесь где-то рядышком. Чё улетаешь-то? Ты на месте. Притяну, наверное, сначала вот так вот. У Айзека где-то счетчик Гейгера. Главное, чтобы не улетело далеко. Ой, блядь. Ой, тупая. Да ладно. В человека попала. Так, вроде все. Зона вакуума. Радиоактивные материалы удалены. Ой, Радиоактивные материалы удалены. что такое? Радиоактивные материалы удалены. Радиационная тревога отключена. Замки разблокированы. Шняга, шняжная. Да блядь, сука. Что такое? А, вот. Зона гравитации. Зона нормального давления. А, ой, я еще не все сделала. Зона вакуума. Что там? Там что, монстр пошел? Зона невесомости. А, сюда, наверное, надо. Даже. Да. Бля, это что такое? Что за обезьяна?
необходимые детали в двигательном отсеке на корме. Я регистрирую тяжелые повреждения. Возможно, понадобится обходной путь, чтобы туда добраться. Ее не достанешь. Вот же жопа. Я думала, он сильный. Вирус подействовал на солдат не так, как на всех остальных. Должно быть дело в стазис-модуле, который вшивают в боевую броню. Эти модули срослись у них с плотью, делая их быстрыми. Очень быстрыми. Будь осторожен. Быстрыми, очень быстрыми. Хорошо. То есть он не один, да? Ну, бля. Шняга, что же? Жизнь общажная. Но он не такой быстрый, чем мой стазис. Охренеть, обезьяна, блин. Ой, бля! Аж этот подпрыгиваю. Все? Больше не будет? Айзек, сделай нас единым. А можно не надо? Так, походу эту надо взять. Айзек,
Я установил, где ты, хотя сомневаюсь, что я мог туда О, добраться. это же этот. Чертов корабль почти развалился пополам. Я добрался до мостика. Тут полный хаос. Эти несчастные не имели никаких шансов. Я хочу разблокировать все двери, чтобы попасть в двигательный отсек. Попробую перехватить тебя уже там. Возьму-ка я на всякий случай вот это. Ну, а вдруг мало ли. Пригодится. Ай, блядь. Я думала, эти будут обезьяны, которые... Мистер Кларк, нам надо поговорить. Меня зовут Терренс Кейн. Доктор Кейн. Слушайте внимательно. Времени мало. Если вы почините челнок, то есть задача поважнее, чем сбежать. Понимаете, силы, которые мы разбудили, куда более могущественные, чем можно представить. Если вы сейчас улетите, вы обречете на смерть все человечество. Планета никогда не остановится, не отступит, пока обелиск не будет возвращен. Вы не понимаете? Церковь ошиблась. Это ловушка, я все видел. Пожалуйста, вы должны мне помочь. Кто эти звуки издает? Блять, сука, тварь, гнида. Откуда, тварь? Блять. Давай. Да ушла. Да ушла гнида. Куда-то спряталась.
Говорит командир Кадиган. Корабль атакован. Это не учебная тревога. Неприятель инопланетяне. Повторяю, инопланетяне и очень опасные. Всему персоналу вооружиться. Огонь на поражение! Так, это что такое? Ага, тир. Ой, господи, так. Будем уже оружие качать потихоньку. Что это за звук? Что-то там зависло. Мне дали... А, мне что-то дали. Награду, типа. Я могу еще. А давайте еще. Уровень 2. Привыкла уже по ногам стрелять. А, только патроны дают, что ли? Можно еще? Раз. Не попала один раз, прикинь. Вау. Что еще? А, не попали.
Еще? А, все. Только 6 уровней. Ладно, все. О, Господи. Спасибо, показали как пример. Бля. Большая птичка схема. Так, надо вот этот. Ой. А я что-то не помню таких тварей. Ну, этих, которые бегают вот так вот. Наверное, это самая жуткая часть. Потому что здесь какой-то быстрый обезьяна. Не зря здесь длинные коридоры, да? Запуск блокировки.
О, бля. Ау, ау. Да, блядь. Чё так много, блядь? Патроны закончились. Да хватит там уже. Может, хватит? Или недостаточно? Блокировка снята. Спасибо. Что-то мне показалось, это было мало. Надо было еще. Что-то слабовато. Блин, стазис из-за этой обезьяны закончился. Так, тут закрыто. Секретно приоритет черный от начальника штаба земной обороны, кому командиру F. Командеру F. Кадигану. Операции «Белый свет», театр действий системы эгида, планета Пендинг. Задача: глубокая зачистка. Корабль спец USG Ишибура нарушил прямой приказ земного правительства. Есть основания предполагать, что они обнаружили обелиск. Отдел особых операций подтвердил нахождение обелиска в данной системе, но не назвал координаты его точного расположения на планете. Если обелиск найден, существует огромный риск распространения смертельной инфекции. Немедленно отправляйтесь в систему эгида и займите орбиту вне радиуса обнаружения вашего корабля гражданскими сканерами. Ожидайте сигнала из Шимуры, чтобы определить его местонахождение. Понятно? Не понятно. Ой, что там? Показалось, что что-то ползает внизу. Малыш, оказывается, на кровати лежит. Ура, мы богаты, мы богаты, мы богаты. Так, надо переместить среднюю аптечку.
Стазис надо. Надо много теперь стазиса. Много стазиса надо. Надо много стазиса. Все. Сделали. Так. Потому что если этой обезьяны будет очень много, то стазиса надо много. Сейчас, минуточку. Они что, типа все с ума сошли, да? И мы понемногу с ума начинаем сходить. Чё ж там все так трясется-то? Там, походу, очень классная вечеринка. О, нет, Айзек. Да, блядь. Ёбаный в рот этого казино. Да, блядь, сука, Айзек заебал.
И что еще с той стороны? А, блядь. Да, блядь. Короче. Все, сдохнем. Нет, 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 нет. Ай, короче, сдохнем. Сдохнем. А, нет? Да ладно. Вот лол. Моя папая. Да, блядь, ты ёбаный, ты в рот, блядь, сука, нахуй. Вроде как надо все чинить, а Айзек все ломает. Какой-то неправильный инженер. Что, все? Так, а там есть что-нибудь еще? О. Что, да? Питание двигателей. Это ты? Ты его достал? Черт, ты его достал! Это то, что нужно! Тащи его на пассажирскую палубу! Чё? Да? Что происходит? Сюда! Я искал тебя, но мой передатчик отключился. Похоже, ты нашел сингулярный конвертер, это наш передавай. Тащи его в челноку! Меня не жди! Ой, бля. О, нет. О, нет. ГГ. Блин, у меня аптечки закончились. Блять. Блокировка снята. Аптечку дай, гнида. У меня пропал сигнал от Хэммонда. Он жив?
остались только мы, Айс. Как она поняла, что он умер? Внимание! Критическая полоска в топливном отсеке. Немедленно покиньте корабль. Да! Внимание! Критическая Да полоска я в понял, топливном блядь, отсеке. сука, Немедленно ебаная покиньте корабль. нахуй. Управление ебучее, блядь, менюшное. Внимание! Критическая полоска в топливном отсеке. Немедленно покиньте корабль. Мамочки. Все потратила, блин. Критическая полоска в топливном отсеке. Немедленно покиньте корабль. Внимание! Критическая полоска в топливном отсеке. Немедленно покиньте корабль. Бля. А-а-а. Мгм. Всё. Зона гравитации. Зона нормального давления. М. Всё, возьму. А там не было сохранения? Что такое? А, мы все. Ура! Мы это сделали. Ой, господи, что за трэш. 10, 11, 3 еще главы осталось. Но это будет потом. Ладно. Игру починили в конце, блин. Всего.
Да, ну ладно, все. Не будем там смотреть, что там будет дальше. Ой, всё, мы молодцы. Я молодец. Починила игру. Себя не похвалишь, никто не похвалит, как говорится. Ой, все. Ох. Ой. Это что такое? Опять губа с ума сходит. Жесть. Да уж. Спасибо. Ну ладно, все. Что-то тут почему-то чат не показывает в этом. Ну ладно. Опять все что-то ломается, как обычно. Ой, все. Увидимся. Не знаю, когда. На следующей неделе, возможно. Может быть, завтра. Но завтра не точно. И тебе сладких снов и спокойной ночи. Так, ну все. Было весело. Конечно, вначале там фигня. Никто, как обычно, наверное, на эту фигню не подпишется. Будет, потому что это неудобно смотреть. Ну ладно. Все, всем спасибо, всем пока-пока. Блин, жалко, вот первые серии мы вот играли в таком херовом качестве. Ну ладно, все. Зато следующие игры будут уже нормально играться. Кто ж знал, кто ж знал. Все. Пока-пока.